Здравствуйте, уважаемые жюри и дорогие гости! Мы студенты первого курса Таджикского технического университета имени Осеми по специальности автоматизация системы управления. Наша команда OneBits состоит из 5 амбициозных ребят, которые верят в будущие технологии, хотят изменить и внедрить цифровизацию процедуры получения паспорта. Представляем вашему вниманию один из модулей государственных услуг – проект «Общегражданский паспорт». Мы его назвали Easy Passport, что подразумевает получение паспорта в более облегченной форме. Перед разработкой данной системы наша команда провела свод-анализ и выявила сильные и слабые стороны данного проекта. Если внедрить данную систему для получения паспорта, мы не будем стоять в огромных очередях, не будем ходить по инстанциям и собирать пакет документов. Колоссально можем сэкономить время. А как мы все знаем, время самое ценное, что у нас есть. Данная система может обеспечить прозрачное взаимодействие между государственными органами и гражданами. Из минусов отметим, что могут возникнуть кибератаки и слив данных, но мы постарались их учесть, и в силу нетехнологичности нашей страны также могут возникнуть сложности в обучении персонала. Проект мы начали недавно, пару месяцев назад. В дорожной карте расписали по дням, какие пункты и кем будут реализовываться задачи по проекту. Некоторые задачи выполнялись параллельно. Наглядно можно это увидеть. Чтобы успеть разработку проекта к дедлайну, команда порой сидела до 3 часов ночи. Вы, наверное, спросите, какие технологии мы использовали. Мы выбрали самые передовые технологии и языки программирования. Это C#, JavaScript, HTML и CSS, ASP.NET, React, Web API и PostgreSQL. Также разработали архитектуру данной системы, что с чем взаимодействует. Если кратко, то при прохождении юзера аутентификацию он попадает в свой личный кабинет. Далее он может отправить заявку. В данной схеме мы предусмотрели, как сервер приложения ведет себя, как взаимодействует с базой данных, какие модули должны быть настроены, логирование, мониторинг, SMS и немаловажно включены внешние интеграции, к примеру, с базой налоговой, онлайн-платежи, интеграция с базой МВД.